Это человек, который первым приходит на помощь. Его пациенты ждут от него чуда, и зачастую оно случается. Муса Аушев – талантливый хирург и просто человек, который неравнодушен к чужой боли. Путь к основам медицины оказался для него долгим и кропотливым. В 1991 году Муса поступил в Хабаровский медицинский институт, а спустя 6 лет пошел в ординатуру. За его упорный труд и знания Мусу приняли на работу в больницу города Хабаровск, где он проработал хирургом 7 лет. Вскоре Муса разработал новую методику в лечении грыжи пищеварительных отверстий диафрагмы. В 2005 году Муса Аушев написал диссертацию по этой теме, защитился в городе Хабаровск и стал кандидатом медицинских наук. Был один случай в моей жизни. Вот мой первый племянник, который от моего старшего брата, как-то заболел. И получилось так, что я его водил во все поликлинические службы, больницы, и никакой помощи я никак не мог. И вот тогда я зарекся, или я стану врачом, или же с меня вообще толку никакого не будет. Карьера хирурга длится уже 15-й год. Случаи попадались самые сложные, среди которых и операция главе Республики Ингушетия. В 2009 году, когда было совершено покушение на Юнусбека Евкурова, Муса Аушев был в числе тех врачей, которые боролись за его жизнь. Тогда Юнусбеку Евкурову была проведена сложная операция на печень, которая завершилась успешно. Действовавший в те годы президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал благодарственное письмо Мусе, а глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров вручил хирургу наручные часы. Муса говорит: «Были моменты, когда хотелось все оставить и бросить, но меня спасло мое упорство и уверенность в том, что быть врачом – мое призвание». То, что это не мое, вот ни разу не пришло это в голову. Да, я понял, я занял свое, то есть свою нишу в этом, можно сказать, всей системы нашей здравоохранения. И я рад тому, что я действительно окончил, выбрал свою специальность. Сейчас в настоящее время работаю в этом коллективе. Я этому рад, судьбе своей, можно так сказать. За месяц в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы города Назрань проводится примерно 150 операций. Каждая операция длится несколько часов. Все заботы Муса оставляет за дверями операционной. Пока он работает, его мысли заняты только пациентом. Во время операции лицо хирурга напряжено до предела. Операцию Муса проводит с помощью передового оборудования, оснащенного специальной камерой, которая помогает в максимально быстрые сроки добраться к проблемному месту. Руки Мусы и его помощников работают осторожно, но уверенно и твердо. Самое трудное в работе хирурга, по мнению Мусы, это ожидание результата операции. Самая трудная черта, я вам скажу, что это ждать его, ждать результатов. Это самое тяжелое для хирурга. Если результат будет положительный, это, слава Богу, хорошо, победа. А если так, бывают такие ситуации, все сделал, максимально все, что мог, старались, и весь коллектив старался, оперировал, а когда уже такой печальный результат возникает, в этом случае, конечно, мы переживаем очень сильно. Вот. Наша черта такая, что мы должны в любом случае оказывать необходимую помощь, то, что в наших силах. Время операции пролетает для Мусы незаметно. Хирургическое вмешательство может длиться 16 часов, но Муса не обращает внимания на усталость и идет спасать еще одну жизнь. Рабочий день хирурга не нормирован, и заранее запланировать, чем ты будешь заниматься, просто невозможно, говорит Муса. Определенного норматива, порядка, что вот все будет в плановом порядке, все как по полочке, вот это я должен делать, это, такого у нас нету, как в хирургии. Это бывает все неожиданно. Вот мы сейчас с вами стоим, даем интервью, возможно, даже вот сейчас завезут больного с ДТП, или незарывной травмой, или с ножевым ранением, или с огнестрельным, или с острым состоянием различных хирургических. Мы к этому готовы. Считается, что хирурги в силу своей работы могут быть грубыми людьми, однако это не относится к Мусе Аушеву. Для него важно настроение больных, ведь самое главное для любого врача – это крепкое здоровье пациента и улыбка на его лице. Благодаря вот этому Мусу я без операции на ноги стал. Они хотели то оперировать, то не оперировать. Я очень тяжелом состоянии, 8 суток я реанимацию пролежал. Муса – незаменимый хирург.
взять в смысле внимание, старание, по вызову он на операцию идет, все равно в палату зайдет, как вы, что вы, я сегодня не работаю, но вызвали, ну как, что, нужда есть какая, смотрели, обсмотрели, всячески. Ну, старается человек, старается, работу ведет от и до. Прост и отзывчив Муса в общении с коллегами, с которыми он работает уже более 5 лет. Рабочая пятиминутка с сестрами проходит очень оживленно и весело. Именно сестры, считает Муса, помогают ему проделать столь кропотливый труд. Ведь удачный конец операции – это заслуга не только одного человека, а всего коллектива. Так сестры знают, что могут обратиться к Мусе с любым вопросом и уверены, что без ответа они не останутся. Он очень грамотный, опытный человек. Мы как-то нашли с ним общий язык. Ну, коллектив у нас очень молодой. Все девочки, нас 23 человека, а с Мусой Керим Султановичем 24 человека. Все девочки очень грамотные. Из нас очень много девочек, заслуженные работники Ингушетии. Так, относятся к своей работе очень грамотно, добросовестно. Муса Керим Султанович работает уже где-то 8-9 лет именно в нашем отделении. Если сказать как коллега, это нельзя передать. Но как врач, и республика его знает, какие операции он проводит, знает его таланты, знает его руки. Он до нас работал в Хабаровском крае, отзывчивый. Больные его любят, уважают. Очень простой и доступный, самое главное, что у нас редко это бывает. С медсестрами, с коллегами, со всеми общительный, неравнодушен к беде, неравнодушен к чужим болям. Это же тоже хорошая, я думаю, хорошая черта человека, тем более, что хирурга. Если сказать хирург, что он должен быть грубоватым, в нем этого нету. Он доступчивый, подход, любой может к нему подход найти. Каждое утро заходит своим больным, спрашивает о здоровье. Коллеги Мусы Аушева считают его компетентным врачом. Работа в одном коллективе никогда не была для них в тягость. Что мне нравится, он очень добрый человек. То есть я никогда не слышал, чтобы он, например, на кого-то кричал, разговаривал в грубой форме, ни с больными, ни с медицинским персоналом, ни со своими коллегами. То есть с ним легко, очень легко с ним общаться. Силы справиться с таким тяжелым графиком работы и переживаниями за своих больных Муса находит в вере. Он уверен, помочь больному в столь тяжелую минуту жизни – его долг перед Всевышним. Если в твоих руках спасти жизнь человека, надо подойти к этому с максимальной ответственностью, ведь врачу непростительна халатность и безответственность, говорит Муса. Непростительно это невнимание, непростительно халатность, непростительно оказание помощи, непростительно не досмотреть больного. Очень есть те моменты, которые мы обязаны, мы выбрали эту специальность, и мы обязаны вот именно смотреть этих больных. У меня был один такой случай, когда мы пошли на одно оперативное вмешательство, то есть на лапароскопию, и нам как бы каждый хирург практически пересекает так называемый халедах. Это очень действительно тяжелая процедура, конечно. Мы тщательно смотрели, наблюдали, но получилось так, что по одной из сопутствующих заболеваний пришлось его пересечь. Там синдром Меризи, очень тяжелый подход. Но одним словом, нам пришлось переходить на открытый доступ, открытым доступом уже произвести его ушивание. Конечно, мы его ушили, слава богу, хорошо, поставили, ну, как положено, все делали. И в течение года, пока эта больная, я ее не снял, то есть трубочку не удалил, все, что как положено, после того, что я не убедился, что у меня все нормально, вот до этого времени целый год я за него переживал. Свободные минуты для Мусы на вес золота, и все свое свободное время он старается провести в теплом кругу своей семьи. Здесь он может расслабиться и набраться сил для нового, насыщенного событиями рабочего дня.
Дома Мусу после работы ждут мама, жена и дети. С женой Хавой Муса познакомился еще студентом в 91 году, когда приехал домой на каникулы. У Мусы и Хавы 5 детей. Старшая дочь Мусы Лейла уже делает первые шаги к вратам медицины и перешла на 4-й курс медицинского факультета. Для нее главным фактором при выборе профессии врача послужил пример отца. У него бывает очень мало свободного времени, но помимо этого все равно он пытается мне объяснить, помочь, подсказать как-то то, что я не понимаю, объясняет, наглядно показывает. Это очень ответственная профессия, и до сих пор я не определилась, каким врачом я буду. Часто к Мусе заходит в гости его сосед, друг и тезка Муса. Когда-то они учились в одном классе, после пошли в армию. Сегодня, спустя много лет, они вспоминают свое прошлое и обсуждают планы на будущее. Мы, значит, учились в одном классе, ушли в одно и то же время в армию и оттуда вернулись. После армии, значит, наши пути разошлись кто куда. Муса уехал в Хабаровск и поступил, значит, в медицинский университет, который успешно закончил. И после окончания этого университета остался работать в Хабаровске. После чего, после прохождения практики этого всего процесса, приехал на родину, на свою родную землю. Значит, он здесь работает, в нашей республиканской больнице работает, является успешным врачом. Родные Мусы очень гордятся тем, что в их доме есть врач. Его близкие вспоминают, как он сидел ночами напролет перед учебниками и постигал основы медицины. А сегодня Муса – состоявшийся и успешный врач-хирург. Его родные рады, что Муса приносит пользу своей родине. Мать и наш отец воспитал 8 детей. Прежде всего хочется отдать долг уважения обоим родителям, которые привили в нас чувство любви к людям, уважение к старшим, чувство долга, любовь к своей отчизне. Так проходит день Мусы Аушева, отзывчивого хирурга и доброжелательного человека. В любой момент он готов помочь медсестре, коллеге или пациенту. Работа хирургом требует больших сил, времени и терпения, но Муса уверен, что свою работу он не променяет ни на что другое. Благодарность в глазах своих пациентов для него важнее всего, и все остальное не имеет значения. Как говорил великий Гораций в давние времена, хирургия не спасает от смерти, она всего лишь дает шанс увидеть от чего-то еще в следующий раз. Так и Муса Аушев, пускай и не Бог, но зачастую дарит своим пациентам вторую жизнь.